Казино и азартные игры – это мерзость перед Богом. Казино – это богомерзкое заведение. Господь сказал в Библии: Адаму, в поте лица твоего будешь есть хлеб твой. То есть зарабатывание материальных средств надо как? Через труд. Через труд надо сыскивать пропитание, через труд надо получать какие-то материальные ценности, материальные средства. Вообще в Библии есть два способа получения материальных средств. Первое – это когда человек работает, понятно. Второе – это когда человек получает милостыню, который человек, например, не может работать, и по каким-то, или вследствие старости, или вследствие болезни, он должен получать милостыню. Мы милостыню должны творить люди, которые могут работать. Они должны из трудов своих милостыню давать людям, как сказал Господь Иисус Христос: продавайте имение ваше и раздавайте милостыню. И святитель Арсений Ждановский в духовном дневнике пишет, что такое казино. Целые дворцы построены с огромными залами, с бесчисленным количеством расставленных игорных столов. И сидят тут люди день и ночь, забыв Бога, забыв свои семьи, своих детей, свои обязанности, и упиваются этой страстной картежной игрой. И представляется нам опять, что все эти дворцы не что иное, как кумирня, а карты идолы, а люди поклонники их. То есть казино — это храмы Мамона. Господь Иисус Христос сказал: не можете служить Богу и Мамоне. Поэтому служение этим азартные игры — это служение этим страстям, страсти мамоне, страсти обогащения. Это очень греховно, братья и сестры. Мы сейчас видим, что многие люди увлекаются этими играми, или входят в казино, или кто не имеет возможности пойти онлайн-казино, в интернете все это распространено. Но это мерзость пред Богом, это поклонение кумиру Мамоне. Поэтому, братья и сестры, будем помнить это, будем помнить, что казино – это храмы Мамона, казино – это грех, казино и азартные игры – это богомерзкие заведения. Будем внушаться этой всей нечистотой, всей этой мерзостью. И вот кто впал в это дело, надо покаяться, надо прийти на путь исцеления, потому что многие люди попадают в эту зависимость, и эта страсть захватывает человека, и человек уже не может, он продает все, семьи страдают, сколько людей я знаю, которые пострадали от этой всей этой пагубной греховной зависимости, поэтому надо стать на путь покаяния, на путь исцеления. Первое, нужно осознать, что это грех, что это страсть, что человек порабощен страстью. Второе, надо просить у Бога, молиться Ему, каяться: Господи, помоги мне избавиться от этой страсти. Потом прийти на исповедь и чистосердечно раскаяться в этих грехах, в этих играх, этих азартных, греховных, с решимостью больше не повторять их. И просить у Господа Бога помощи благодатной, чтобы не возвращаться на это греховное дело. И далее нужно творить плоды покаяния. Наоборот, по чуть-чуть, понемножку, хотя бы начать раздавать милостыни, чтобы избавиться от этой греховной зависимости. Кому-то милостыню, кому-то больному помог, там, сироте помог, на храм чуть-чуть пожертвовал, чтобы понемногу идти плодами покаяния. И главное, чтобы сердце у нас горела святая ненависть к этому греху, ненависть к этим греховным богомерзким кумирням, к этим казино, к этим онлайн-казино, чтобы мы, если идем по городу, чтобы обходили их, даже не смотрели на эту греховную мерзость, чтобы мы, братья и сестры, даже если кто-то работает, кто-то связан с этим богомерзким делом, уволились, чтобы оттуда, потому что спасение души ценнее всякого всего. Поэтому, братья и сестры, будем помнить, что казино и азартные игры – это мерзость пред Богом. Казино – это богомерзкие заведения. Будем ненавидеть грех, чтобы нам, братья и сестры, и быть всегда на пути спасения.